Концерт-лекцию проведут студенты Ермакова Олеся, студентка 4-го курса дирижерско-хорового отделения нашего колледжа, и студентка 1-го курса народного и теоретического отделения Ирина Лиханова. Добрый день, уважаемые преподаватели, студенты и гости колледжа. С 25 ноября у нас в республике началась декада Олонхо, которой посвящается наша концертная программа. Самым известным сюжетом якутского Олонхо является эпическое повествование о подвигах богатыря Нюргун-Ботора. Поэтому в качестве темы нашего концерта, лекции, мы выбрали именно этот сюжет, воплощенный в жанре оперы, основоположником якутского музыкального искусства Марком Николаевичем Жирковым и профессором Московской консерватории Генрихом Ильичем Литинским. Несколько слов о специфических чертах жанра Олонхо. Фольклор якутов тесным образом связан с религиозными верованиями, мифами и легендами. Главное место в нем занимает героический эпос Олонхо. В Олонхо воплотился звукоинтонационный идеал народа, в котором большое значение имеют тембровые, артикуляционные и динамические характеристики звучания. Олонхо – общее название многочисленных якутских героических сказаний, средний размер которых достигает 10-15 тысяч стихотворных строк. Древнейшему памятнику якутской словесности в прошлом году исполнилось 1260 лет. В 2006 году эпос Олонхо признан ЮНЕСКО шедевром нематериального устного наследия человечества. Известно 16 расшифрованных текстов и около 130 сказаний находятся в рукописи. Носителями и исполнителями устного якутского фольклора и ценнейшей его части эпоса Олонхо являются олонхосуты. Олонхосут – это поэт, писатель, актер и певец в одном лице. Сказитель должен обладать даром импровизатора, богатством художественной речи, артистическими способностями, развитыми голосовыми данными. Сказителю также необходима фантастическая память, так как Олонхо может продолжаться от 1 до 7 вечеров. Традиционно Олонхо исполняется сказителем во время больших народных праздников на протяжении нескольких ночей. Можно отметить, что классик якутской литературы Платон Алексеевич Аюнский был превосходным сказителем. Он вспоминал: «У меня в детстве воображение было богатое, красочное, рассказывал красноречиво. Получал приглашения тайонов, которые на досуге наслаждались по длинным ночам моими рассказами. Так, полное исполнение эпоса Нюргун-Ботор стремительный в записи Аюнского может производиться 5-6 ночей». Интересна теория ступеней творческого процесса Олонхосута, предложенная известным современным сказителем Мандаром. Существует 9 ступеней создания Олонхо. Первая ступень – тес – звук. Вторая ступень – доргон – слог. Третья ступень – сана – говор. Четвертая ступень – тыл – слово. Пятая ступень – эти – предложение. Шестая ступень – кепсети – разговор. Седьмая ступень – хогую – стихотворение. 8-я ступень – ире и 9-я ступень – Олонхо. В Олонхо монологи героев поются. Прозаический стихотворный текст декламируется в быстром темпе, нараспев, в тоне интонационно и ритмически близким к речитативу. Для мелодики характерно наличие тембра и тона, присущего данному персонажу или группе образов. Итак, начинаем концертную программу. В исполнении студента 1-го курса фольклорного отделения Анатолия Захарова прозвучит традиционный зачин Олонхо. Встречайте. Dabun mağan xallağınağız kırılağılın sındı hegara barağa bastın tahala hoq kırısın kurduk olamannağı orta tühülüge doydugu sirediye sipil sirkine sirgem. Ağız ile sağlağıta nağ mengenne ağlarkan tedegerkana niye daydı marağız dalbar niye keteger sulam dalbar bırgar sırdık ağay kiniger kemiskey kirediger. Sayıngı sanda mağan kirim sandar yantağısta kıhına kılba mağan kirim kılbaçıyor yantağısta.
Çoğuk der salgarattaq armırıqtaq atırbıt argırbıt ağastaq sirigini kilberikine bolbut. Ölüküye kötü turar ürün toy borda tamaran mastaq ergene qaratılaq. Oraygar çoçaqtaq çoğastaq bulgunyaqtaq turya kılım tosqanugu tuvaran taqsın toqtabada qıdalık kılım kırıya köten kıdıtın bulbadaq. Olağatan orgudu belli beta ustırıt torda göstebetaq. Ohun dura xanula ulu qoçam sirigene kiyine bolan siredi besepedebit. Как мы видели, традиционный способ исполнения аланхо заключается в сольном выступлении певца-сказителя, без музыкального сопровождения. В современном же профессиональном музыкальном искусстве черты аланхо воплощаются в самых различных академических жанрах, включая оперу. Выбор сюжета первой национальной оперы был продиктован успешным творческим опытом театра, накопленным при постановке спектакля «Туяра Мако» Платона Алексеевича Оюнского в 1938 году и предвестницей якутской оперы музыкальной драмы «Нюргун Ботур. Стремительный», поставленной в 1940 году. Сочный, неувядаемый колорит музыкальных образов Олонхо, впечатляющая фантастика народного эпоса как нельзя лучше отвечали требованиям сценического жанра. Премьера оперы «Нюргун Ботур» состоялась в 1947 году и имела большой успех. Произведение состоит из оркестрового выступления, 4 действий, 6 картин и 50 номеров. В смысловом содержании первой картины из первого действия выделяется раздел, посвященный главному женскому образу оперы – Туяреме Коо. Окруженная подругами, Туярема рассказывает о мучающих ее тревожных предчувствиях, причину которых она не может понять. Первую песню Туярема Коо исполнит студентка 3-го курса Василена Шарина, концертмейстер, отличник культуры республики Алла Ариевна Заборовская. Тохта
мифологии Саха существует распределение всех персонажей на 3 мира – верхний, средний и нижний. Верхний мир населен божествами, средний мир – людьми, а в нижнем мире размещаются враждебные людям силы, отрицательные персонажи. Верхние и средние миры имеют сходную музыкальную характеристику, тогда как нижний мир наделен контрастным интонационным обликом. Противопоставление миров достигается с помощью мелодико-ритмического контраста, тембровых приемов и посредством различных певческих стилей. Певческие стили служат опознавательным знаком при различении миров. Герои верхнего и среднего миров изъясняются в высоком, торжественном стиле джерети. Для представителей нижнего мира характерен стиль кутуру, рычащее пение в низком регистре. Персонажи из мира людей и комические образы высказываются в певческом стиле дегерен. Примером пения в стиле дегерен может служить первая песня Ганса «Баллада Сорук Боллура». Она прозвучит в исполнении студента 2-го курса Айсена Федорова. Ağlatan, ağlatan, hayla haylata yukbun, hori bitik səhəmmin, istəbilə sərgəqdən, ağı samuqalık çay, hünkülərin külük büt tağı samuq qacaqday, tayukların toyuq bud, hüni. Diyəxtibin Tönəm ağalağın Yərkün köbəyə məxsin Hinnə diyənlər Hilcid etdilər Uroy hayqal Bolun bolun Diyəxtilər kurduk çay Второй раздел первой картины содержит рассказ отца Туяремы о том, что над людьми нависла опасность. Туярема должна быть отдана в жены богатырю Нижнего мира. Если никто из юношей не попадет стрелой в золотое яйцо, подвешенное высоко в небе, это удается сделать богатырю Үрүн Уолану. Характеристика дается ему в 2 ариях первой картины. Обе они представляют примеры арий, решенных на основе претворения традиционных монологов Аланхо в стиле джерети. Первую песню Үрүн Уолана, где говорится о решимости спасти Туярема, исполнит студент 3-го курса Андрей Алексеев. Ötühan köreri hırak doyduttan hıraktan qıtardıhan Bırak okpun köbünü andıralım
Третий раздел первой картины оперы посвящен свадебным торжествам. В нем продолжается характеристика Туярымы. Во второй арии она говорит о надежде на счастье с Юрюн Уланом. Однако ее мечты не сбылись. Оркестровой музыкой звукоизобразительного плана рисуется внезапное таинственное похищение Туярымы, завершающее картину. Вторую песню Туярымы Ко, где говорится о ее радости в связи с подвигом Юрюн Улана, исполнит преподаватель колледжа Варвара Степанова. Sürüm kutumu dolguyan karısta tarım ere karağım utab olan olurdu. Hata yürüm götüm yolum sorgun bare bir. Min alı gömüz otuattamun Tere onu tergelemin ki harap olayam diyen Yere göde durabın Сорук Баллур рассказывает Нюргун Ботуру о похищении Туярыма Ко злым злодеем, чудовищем из Нижнего мира Уот Угуттакы. Вторую песню Сорук Баллура исполнит студент первого курса Ким Осипов. Тоғыз қалан улағатыгар тура тебен төрөбүт журулу ярын юругун батуру туйгуну баккам ал жарка яната өлү кан үтүрүдө орто туру дойду бут жолун того кehen туран төрүр ого бутуяларын түңнери теке биhen туналган ак нурдардак туярыма кобутун ал жарка яната өлү кан үтүрүдө оттун акутакы оран талан барда эбет Әңінне қайбәйәләқтер әккирәқтен бардықтары әргіләқтен кәлбәтіл чәйәрә түргенлік бара оқсоң үй қалың қая күрдік қаққа болоң үй тойон юргуну бакам
По типологии эпических сказаний народов мира Олонхо относят к первой стадиальной группе – героико-архаическому типу. Содержание Олонхо отражает период разложения родового строя до появления государственных объединений, где во главе рода стоят патриархальные вожди, владеющие большим количеством скота. Герой, носитель идеи счастья и справедливости, совершает подвиги и спасает красавицу, украденную богатырем из Нижнего мира. Для композиции Олонхо характерно развертывание действия в биографическом плане от рождения героя до возвращения его с победой в родной дом. Героические образы в опере «Нёргун-Ботур» также являются одним из ведущих. Подвиги богатырей развивают драматургическую линию спектакля. Вот характеристика Нёргун-Ботура. «Строен станом, словно копье, стремителен, как стрела, был он лучшим и храбрейшим среди людей, не было равным ему в мире богатырей». В своей песне Нёргун клянется, что освободит свой край родной и спасет Туяра-Макуо. Он становится на колени перед священным деревом и просит о благословении перед боем с богатырями Нижнего мира. Первую песню Нёргун-Ботура исполнит студент 3-го курса Игорь Игнатьев. 바람은 가야닥 바라바다니에 도야돔 알그스타가든 아하유 아이막다른 가르스타바트 볼로모이 그들아도야도 그라주네 아이만 할자단 바르든 히티헤린 니게르 엘르르 빈다가니 오도야라가 Олонхо по сути является тем синкретическим видом искусства, в котором сформировались истоки якутской поэзии, литературы, музыки и театрального искусства. Эпос определил и ведущее положение вокального одноголосия в национальном музыкальном фольклоре. Язык якутского эпоса отличает контрастность, гиперболизация, сложные эпитеты и сравнения, многократные повторы, традиционные формулы и образные слова, переходящие из одного эпоса в другой. Особую красочную характеристику получают образы духов. Одним из ведущих эпических персонажей оперы является дух священного дерева Аан Алыхчин. Она помогает Нёргуну и желает богатырю победить зло и всегда быть верному долгу. Песню Аан Алыхчин исполнит преподаватель колледжа Вероника Лыткина.
балаларга туз кулак көмүм. Бу элбет меңе уда эн аналың болдың эрегейің эрүтүнүрден үрүнгүн эредеки жулустун көмү. Нюргун Ботор клянется спасти народ от Уот Угутаки. Вторую песню Нюргун Ботора споет студент 3-го курса Артур Семенов. Ойымай мақтара әйгі қарыста бұлгыдығар теген әтсеймәкті ұғудың оқ ұрыс қалаға барар күнім бола. Тоқай бәйәбін торылып бұқыт бара түле баран үріні сылжан жан қаудан артығы телейен әрәбін ситет әргілен кәлек бәрдері андойды бұт нұр алдаматын отты бұт отымымылы батын көбі суя бұт үрәлі бәтін. Бұдан хонуктарының бір асты болауын. Нижний мир представлен в опере зрелищно и разнообразно. Образ Кыс-Кыс-Кайдан родственен Уот Усутаки. Она представлена как злое кровожадное существо и коварная обольстительница. Первая ария Кыс-Кыс-Кайдан – ария обольщения, обращенная к Юрюн Уолану. Это пример песни в стиле ДГРН. Первую песню Кыс-Кыс-Кайдан исполнит студентка 3-го курса Мария Никитина. Үтчідақтен үйе көккін салудан аптырды алып қара убайдары бар атарымда ататтарым үтігені қағайдан қодунені әжігейем ұрақдағаны болдарығын чугаздағаны балақта ilçeyini barakta Beyağın ömürden uğrası can olaydağın Разорву небо, оборву свет солнца, чтобы мне еще истребить
Испробую я твою кровь кипучую, суждено мне испить кровь твою горячую. Я хозяин этого царства, пусть хоть кто придет, здесь найдет свою смерть. Этими словами представитель Нижнего мира от Угутаки угрожает богатырям. Пятую песню от Угутаки исполнит студент 3-го курса Айсен Амосов. Koldoyduttan kolonogum de kodoyon hele korodok türbühenneqe hübestim Uktaqa valdastım Qaya doydu dağtarıttan Deredün Toğdaydu keditten üeskedin Noğoydun Min dağanı iri koyursağa elimizde Karda boğulsağa karacay sügerde Olulum edey Ceydiyata iketten bir despün Bu Allah'ına koydun Верхний мир представлен мистическим образом предводительницы удаганок Аи Умсур. Небожительницы своим таинственным камланием помогают Нюргуну укрепить свои силы и победить врага. Песню Аи Умсур исполнит Василена Шарина. Аланхо заканчивается победой светлых сил. Зашумела молва, загремела хвала, пошло ликование по 3 мирам. Народ празднует победу и благодарит богатырей, спасителей человечества. В будущем году автору оперы Нюргун Ботур Марку Николаевичу Жиркову исполнится 120 лет.
Нашу встречу мы завершим заключительными словами из Аланхо. «Расцвело заповедное лоно земли, взошло теплом и светом даря солнце счастливой судьбы. Добрый выпал нам жребий в радости жить, множиться, расцветать, горя былого не знать». На этом концерт-лекция Нюргун Ботур закончена. Спасибо за внимание. До следующих встреч!